Уважаемый Алексей Сергеевич, дорогие друзья, от группы помощников и соратников Михаила Ефимовича, некоторые из которых с ним работали более 30 лет, позвольте вас поздравить с Днем государственности, во-первых, во-вторых, с избранием Алексея Сергеевича на второй срок большим блестящим перевесом. Позвольте всех поздравить тем, что сегодня по решению Алексея Сергеевича руководства республики впервые проводится мероприятие по увековечению памяти Михаила Николаева на его родной земле. Сегодня день особенный. Я, как бывший депутат Верховного Совета, хорошо помню дебаты, дискуссии, даже конфликты, которые проходили вокруг декларации о государственном суверенитете. Это было принятие очень трудное, сложное, потому что под руководством Михаила Ефимовича мы тогдашние руководители Президиума Верховного Совета выезжали в районы, трудовые коллективы, рассказывали народу о том, что сулит нам этот суверенитет, эта декларация. Да, были очень много демонстраций студентов, молодежи во многих учебных заведениях. В общем-то, шла очень упорная борьба. Было 3 проекта декларации о государственном суверенитете. Но Президиум Верховного Совета определил окончательный вариант, и этот вариант был согласован с президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным. Конечно, были те, которые не соглашались с принятием этой декларации. Особенно депутаты из Мирного, такие как Подкунов, Богуславский, которые при определенном обстоятельстве хотели бы отколоть западную часть Якутии от Республики Саха-Якутия. Но все же правда восторжествовала, и все-таки депутаты приняли эту декларацию. Очень короткий постулат. Земля и ее недра, воды, леса, растительный животный мир, воздушное пространство, другие природные ресурсы, континентальный шельф являются собственностью и неотъемлемым достоянием народов Республики Саха-Якутия. Это была блестящая победа нашего тогдашнего председателя Михаила Ефимовича Николаева. Я хорошо помню, 5 лет тому назад Михаил Ефимович выступил с большой речью в культурном центре Северо-Восточного федерального университета канун выборов главы республики. И он просто от души поддерживал Алексея Сергеевича и сулил ему очень хорошую перспективу и напутствовал ему дальнее политическое плавание. Я думаю, Алексей Сергеевич блестяще выполнил это завет Михаила Ефимовича. Дорогие друзья, пройдут года, поколения будут сменять друг друга, но та работа, та деятельность прорывная Михаила Ефимовича в 90-х годах и то разделение нашей автономной республики от Новой Якутии, это символ, вечный символ памяти нашего президента. И думается, что его облик, его личность будет всегда вести наш народ по правильному пути, и его образ будет сиять, как снежная вершина горы Фудзияма.
Всего хорошего. Спасибо.